слушаю вас. Здравствуйте. Я приехала из Таджикистана в город Владивосток с целью работать, детей накормить, содержать их как-то. И как-то не сложилось, я приехала с Владивостока сюда с целью с вами встретиться. В дальнейшем я хочу поехать на родину, поскольку у меня здесь ничего не сложилось, я не смогла ни найти ни работу нормальную, ничего. Мучилась, ждала, пока дети обучатся. Они у меня здесь 2 года учились в городе Владивосток. Учились, закончили 2 класса, перешли в 3 класс. Но так как я не могла найти работу, мне пришлось покинуть этот город и найти ваш адрес, приехать к вам за помощью. Я понял по телефону разговор, меня нашли гражданка Киргизов. Да, она нашла, и когда я ей сказала, что надо найти человека нашего из Таджикистана, который именно помогает гражданам Таджикистана. Почему с Дальнего Востока не собирали? Не решили уехать на родину? Дорогие билеты у вас? Да, там очень дорого оттуда уехать, и там очень мало таджиков. Дальний Восток. Да, там мало таджиков, и очень дорого там все. Там и жить дорого, и работы не очень много. У меня были планы, поскольку детей я хотела обучить здесь, чтобы они получили хорошее образование, в дальнейшем, чтобы у них было нормальное будущее. Но не сложилось. Я первое время приехала, заняла денег, сделала себе документы, сделала патент, но с этими документами я не могла устроиться на работу. Вы мать одиночка? Да. У них есть отец? Есть, но разведены. Разведены по шариату? Да. По закону российскому? Да. Раньше были все, потому что в этой бумаге у вас было. Да. Он же гражданин России же, да. а родом из Ингушетии. Да. На сегодняшний день он вообще ему не интересно. Нет, не интересно, он не помогает вообще. То есть детей я сейчас сама содержу. Как могу, так и, как говорится. Вы хотите в Россию или в Таджикистан? Да. Куда? Таджикистан. А как вас зовут? Амина. А вас? Алиша. Они близнецы. Двойняшки. Двойняшки. Любите Таджикистан? Да. Да. А почему Россия-то большая же? Трудно, да, в России? Холодно? Да. А в Таджикистане тепло. Ходим одна в мае. Маму любите? Да. Она же хорошая у вас. Да, очень хорошая. Но она хочет вас забрать в Таджикистан. Пусть Поедете? забирай. Да, поедем. А Вот. там жарко, а тут холодно. Здесь холодно. А вы учились в российских школах вдвоем? Да. Мы учились. А в Таджикистане как сейчас будете учиться? В русскую школу пойдете? Да. Да, тоже в русскую. Тоже в русскую? Да. Мама помощник русской пойти? Да. Потому Это не ваша опора. им будет просто трудно сразу прийти на... Надо жить. Да. Сначала надо учиться. А там кто-нибудь вас ждет в Таджикистане? В Таджикистане? Бабушка. Как бабушка? Бабушка, тетя ждет. Жибрия. А по-русски Катя. Катя. Папа. Родители таджики у вас? Таджишка, но нет. Какой не я в курсе вас отпустили. А сейчас где живете вы? С Дальнего Востока приехали в Москву. Не знаю. Тетя, да, какая-то вам помогает? Да. Хорошая тетя. Я вот с ней по телефону разговариваю. Она с Киргизией помогает нашим. Она помогала как человеком. Да. А вы как хотите поехать? Самолетом или поездом? Поездом! А если мы самолетом пойдем, мама заболеет. А мы не хотим, чтобы мама заболела. Какая ты умница вообще. Переживает она. Какой класс? Потому что один раз мы полетели на самолете, и мама заболела. Перелет просто тяжело, конечно. А Давно вот- ждете поехать в Таджикистан? Поехать? Да. Долго уже.
А на поезде ехали с Владивостока? 8 суток ехали? 7. Хорошо было в поезде? Вас никто не ругал? Нет, Не обижал вас? наоборот, мы там очень много друзей завели. Да вы знаете, что вы будущий Таджикистан? На вас все будут равняться, дети остальные. Почему? Вы много видели трудовых мигрантов? Наши работают где-нибудь там в Москве, видели, да? На Дальнем Востоке тоже видели? Наши таджики многие работают, да? Да. Работают. Знаешь, почему работают таджики в России? Потому что таких дети находятся в Таджикистане. Они хотят их обеспечить, чтобы они получили образование. Вот почему здесь много у нас мужчин из Таджикистана. Кем хотите стать, когда большие? Я хочу стать доктором детским. Да? Детским врачом? Да. Лечить детей? Да. А ты кем хочешь? Ты еще не выяснил. Я вам дам на память вот такую хорошую брошюру. Хорошо? В этой брошюре, когда люди были тоже маленькие, да, мы тоже приехали в Россию. Видите, создали организацию для таджиков. Вот тут сейчас вы находитесь, где таджикская диаспора, да? Тут очень много интересного, хорошо? Многие люди разные. А эту брошюру я вам отдам на двоих, хорошо? Вы не потеряете. Хорошо? Не потеряю. Да, не потеряете. Да хотите, я сейчас вот здесь просто поставлю подпись, да, сверху? Вот здесь. Это вам от дяди Карамат, хорошо? Вот. Сегодня какое число? Сегодня 10 октября. Вот. Это город Москва, хорошо? Все. Вот это вам Азам, хорошо на двоих? Нам будут вы- подружки завидовать. Только не потерял. Да, подружки вас будут. Значит, мы сейчас уточним, Гульбахор займется вопросами отправки вас в Таджикистан. Поедете, значит, на поезде, потому что дети так захотели, и поедете. Я вам желаю самого лучшего, на будущем надо стараться, потому что дети всегда были хотя бы, пускай бы при престарелых наших родителей возить в Россию их не надо. Это больше миллион нуждается поехать назад. А многие знают, почему не хотят поехать, женщины и мужчины. Просто им стыдно смотреть на глаза собственных престарелых родителей. Им страшно становится, когда дети просто в этом возрасте, или у них уже дети есть, мужчин, когда им надо предоставить завтрак, обед, уже надо им обед. Меняется школьная форма, это страшно для нас. Вот они идут сюда. Я считаю, что вы женщина мудрая, при этом соблюдаете все наши традиционные одежды. Я думаю, что две девочки, которые красавицы цвет. Независимо, что он ушел куда-то, это ваша опора. Телефон есть, контакты есть. Все остальное, думаю, что Всевышний нам даст оценку. Нашли — хорошо. Потом наше вот видеообращение связано не по отношению к вам конкретно. Я обращаюсь благодаря вас к сотням, может быть, называю, если говорить, тысячами таджикистанцами из числа женщин, прошу я их, сделайте так, что детей не мучить. Когда вы с собой забираете, покидаете. Приезжайте. Если у вас получится устроиться, это уже хорошо. Если нет, тогда легче нам потом возвращаться назад. Даже скажу вам одну вещь, что вас даже не спасет российское гражданство. Вы его стараетесь получать, они его аннулируют. Не спасет. Паспорт – это временное явление российское для наших соотечественников, чтобы поменьше их остановили, а точнее, поменьше их арестовали, закрывали в различных милицейских участках. Паспорт – это уже не совесть. У вас самое главное даже в душе. Я родилась, я горжусь, надо всегда говорить, да. Благодаря Всевышнему, пророку нашему Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, что на чужбине мы стараемся как-то вспоминать, я уйду с этой плохой дороги или нет. Поэтому я всегда за людей, которые они верующие. Верующие. А самая прекрасная вера – это есть ислам. Берегите себя. Спасибо вам большое. Да. Я очень Встречу вас благодарна. еще.
вам надо бумагу, вот я сейчас вам отдам, что действительно вы это получили это деньги для того, чтобы выехать на родину, отвезти детей. Я прошу, почему? Потому что я на вокзале навидел других женщин, которые мы давали здесь деньги, езжайте на родину, вы это наши дети. Мы здесь никого не бросали. Здесь стараемся эти деньги отдавать и в морг передавать. Но дай Бог, что вам здоровые дети, мне это детей жалко. Если вы едете туда до Киргизии, прилетайте туда или приедете, да? Если у вас трудно есть, телефон у меня есть. Позвоните, там будет автобус. Через Ош попадаете в Душанбе. Вот почитайте. Почитайте, пожалуйста, что ли. Значит, сегодня вечером, да, вы знаете, поедете все. Если какие-то вопросы есть, даже возникают на вокзалах, вы сразу набираете. Приехали в Киргизию, потом через Киргизию вас уводят. Потому что есть трудности, не трудности в том, что нет сегодня поезда. Раньше были 2 раза, сейчас 1 раз делают поезд. Ну, сейчас тоже 2 раза. Да, и я думаю, что в Киргизии это поезд более так. Но я не буду обижать наших таджикистанцев, это более цивилизованный поезд, там больше контроля будет. Беспорядки там сильно нет. Ну, узбекский язык владеете, вас спрашивают, документы на детей есть. Ну, девушка, граница, когда перескакивает, я думаю, это все. Счастливо, до свидания. Что скажешь хорошего? Дай Аллах, чтобы у вас эти деньги, средства, Аллах вам в 100 000 раз больше вернул, и чтобы Он дал вам баракат во всех ваших делах. И никогда, я вас умоляю, не бросайте своих семей, своих детей. Вы же ради них сюда приехали, правильно? И вот не дай Аллах, чтобы другой мусульманской женщине оказаться на моем месте. Не дай Аллах. Постарайтесь, вы же мужчина. Спасибо. Вам спасибо огромное. Я очень благодарна вам за то, что вы неравнодушно отнеслись и помогли нам. Спасибо вам огромное. Счастливо. Спасибо вам еще раз. До свидания. Да.